Сегодня мы почитаем все места из Евангелия от Луки, о чем я хотел бы говорить. И вот о Христе сказано, что Он ходил, уча, проповедуя и исцеляя. То есть вся его жизнь была учить, проповедовать и исцелять. Да? И это все он делал ходя. То есть как бы он не целенаправленно шел кого-то научить, а вот куда-то идет, встречается с кем-то. Иисус как бы ходя делал великие дела. Как бы он не шел, вот помните, да, шел, вроде бы к Иаиру идет, исцелять дочку. А по пути еще исцелил женщину, которая страдала много лет. Как бы он это делал нецеленаправленно, как будто вот он идет, одно, второе, идет, выходит из Иерихона, там кто-то ему кричит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Слепые пришли к нему. Кто-то просит его об исцелении своей дочери. И это опять все в движении у него происходит. Все двигается. Но вопрос, куда он двигается? Какая его конечная эта цель? Куда он шел? И вот Лука в своем Евангелии уже в 9 главе, 51 стихе, он пишет, куда же он все-таки шел. И идя туда, он совершал великие дела. 9 глава, 51 стих, Евангелие от Луки, сказано так. «Когда Иисусу подошло время быть взятым на небо, Он отправился в Иерусалим». В современном переводе так сказано. «Когда приближались дни вознесения Иисуса на небеса, Он твердо решил идти в Иерусалим». И вот Лука, уже начиная с 9 главы, нам описывает, что вот до конца своего Евангелия все, что происходило с Иисусом, Он идет по направлению в Иерусалим. И идя по направлению в Иерусалим от горы Фавор, вот эти слова были написаны после того, как Иисус поднялся своими учениками троими на гору Преображения, преобразился, там пообщался с Моисеем и Илией, они поговорили о том, что его ждет в Иерусалиме, и после этого у него одно было направление – Иерусалим. И вот он идет в направлении Иерусалима, и у него происходят там различные истории. Он с кем-то встречается, кого-то обучает, кому-то учит. То, которое сегодня мы прочитали, притчу о добром самаряне, он тоже ее сказал по ходу дела. По ходу в Иерусалим его встречает законник и начинает его искушать, и он ему рассказывает притчу о самарянине. Идя туда, в Иерусалим, он встречает и исцеляет людей. По ходу в Иерусалим однажды ему пришлось пройти через Иерихон. И он заходит в этот Иерихон. И идя по Иерихону, вдруг встречает на дереве удивительного человека по имени Захей. Это вообще странная встреча Иисуса и Захея. Во-первых, это единственное, об этом пишет только Лука. Никто другой почему-то об этой истории не пишет, только Лука пишет эту историю встречи с Захеем. Второе, это вообще очень странная история, когда немолодой человек сидит на дереве. Странная история. Как так случилось? Почему он туда забрался? Иисус не мог не обратить на него внимания, не мог не оценить его ловкость и сообразительность. Но этот человек был неуважаемый в народе. Совсем неуважаемый. И более того, у Луки, в Евангелии от Луки, есть две категории людей, о которых он часто упоминает. Во-первых, первая категория людей – это мытари, которых он часто через запятую называет и грешниками. Мытари и грешники, мытари и грешники, мытари и грешники. Вторая категория людей – это богатые. И к этим двум категориям явно у Луки разное отношение.
Давайте вот посмотрим несколько мест Писаний, где мы можем прочитать об отношении, я так думаю, Луки все-таки к разного рода категориям людей. Вот возьмем Лука 5:27. 5:27 Лука нам пишет о призвании одного человека. И здесь сказано так: выйдя из дома, он опять на ходу, куда-то вышел и идет. Иисус увидел сборщика налогов по имени Левий, который сидел на месте сбора таможенных пошлин. И он сказал ему: следуй за мной. И что делает Левий? Левий встал, оставил все и пошел за ним. А потом устроил у себя дома большой пир для Иисуса. На пир собрались много сборщиков налогов, то есть мытарей, и другого народа, то есть сброда. И они возлежали вместе с Иисусом. То есть здесь положительная история, которая говорит о мытаре Левии. Как еще звали этого Левия? Под каким именем мы его знаем? Евангелист Матфей. Да, в будущем стал евангелистом Матфеем. И здесь очевидно, что Лука пишет очень одобрительно об этом мытаре, о Левии, который оставил все и пошел за Иисусом. Знаете, не все мытари, то есть мытарями становились не от хорошей жизни. Это вот когда нету работы, нету работы никакой. И это надо решиться, чтобы устроиться мытарем в то время. Это надо решиться пойти на эту работу, зная, что к тебе будет очень негативное отношение со всего народа. А то, что ты разбогатеешь на этой работе, это вообще не факт. Кому-то получалось разбогатеть, а в основном люди сидели, ехали чуть-чуть для существования, у них была возможность подзаработать. И Левий, скорее всего, не был из богатых мытарей, налоговиков. И ему было нетрудно оставить эту работу, потому что плюсов следования за Иисусом было больше, чем минусов от того, что он оставит эту работу. А она не приносила, очевидно, ему большой доход, и он точно испытывал негативное отношение к себе со стороны людей, народа, своих родственников, вполне возможно. И поэтому, когда авторитетный человек, а он слышал об Иисусе, говорит ему: следуй за мной, то он оставляет это и бежит к лучшему. И Лука об этой истории пишет: посмотрите, какой хороший мытарь. Пошел за Иисусом, оставил все, нет проблем для него. Второе место Писания, 15 глава Луки, с 1 стиха. Здесь опять Лука пишет: послушать Иисуса собрались все сборщики налогов, то есть мытари, и другие грешники. То есть, в принципе, он говорил, и эти тоже грешники. Но особенная категория грешников. Фарисеи, учителя закона недовольно переговаривались, и он общается с грешниками, ест вместе с ними. То есть, очевидно, что Лука опять показывает, кто же следовал за Иисусом. Мытари и остальные другие, подобные им, грешники. Но здесь какая положительная коннотация? Положительная, правда же? Он говорит, вот эти мытари, они ж идут за Иисусом, слушают его. То есть Лука показывает свое отношение к этим мытарям. Все хорошо с ними. Еще одно место Писания. От Луки, 18 глава, посмотрим. 10 стих. Это известная история, которую рассказал Иисус о том, как люди могут молиться. И Лука записал эту историю. 2 человека пришли во двор храма помолиться. Один из них был фарисей, а другой кто? Мытарь, сборщик налогов. И дальше Иисус рассказывает, как молится один и как молится другой. И конец заканчивается тем, что мытарь, сборщик налогов, ушел услышанным, помилованным. То есть, очевидно, опять Лука пишет, что не все мытари плохие. Они нормальные, среди них есть мытари. Хорошие мытари. Они ходили за Иисусом. И для него очевидно, что как-то вот Лука,
неплохо относился к мытарям. Не знаю почему. Может быть, друзья у него были мытари. Это одна история. Вторая линия. Как относился Лука к тем, которые были богатыми? Хотите знать об этом? 6 глава. Ну, давайте нет, вначале не с 6 главы. Давайте посмотрим, пойдем в обратку. 16 глава, 19 стих. Известная история о богаче и Лазаре. Жил один богатый человек. Он одевался в самую дорогую, изысканную одежду и каждый день устраивал великолепные пиры. И у ворот лежал нищий по имени Лазарь. Чем закончилась эта история? Где оказался богатый? В аду, а Лазарь с Авраамом. То есть, как бы нам сразу, мы, конечно, хотим оправдать богача. Говорим, не-не-не, он не из-за этого туда попал. Но Лука-то пишет и сравнивает богача и нищего. И говорит, богач не попал в лучшие места. Второе место Писания, 18 глава, 23 стих. Здесь история реальная рассказывается, когда к Иисусу подошел один человек, который хотел наследовать Царство Божие. И Иисус говорит ему, да, ты все знаешь, закон знаешь, его исполняешь, но одного тебе не хватает, продай все. Раздай деньги бедным и нищим. У тебя будет сокровище на небесах, потом приходи и следуй за мной. И дальше 23 стих. Когда начальник услышал это, он опечалился, потому что он был очень богат. Иисус посмотрел на него и сказал, как трудно богатым войти в Божье Царство. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божье. То есть мы опять видим такой негативный оттенок, о чем пишет Лука, припоминая, какие события были в жизни Иисуса. Еще одна история. Иисус уже в Иерусалиме смотрит, как люди приносят пожертвования. Иисус смотрит, как богатые клали свои дары в сокровищницу храма. Он увидел также и бедную вдову, которая бросила 2 медные монетки, и говорит, эта вдова положила больше всех, потому что все давали от своего избытка, а она от своей нищеты положила все, что у нее было на жизнь. То есть, опять же, сравнение бедной вдовы и богатых людей, которые ложили от своего избытка. Как бы очевидно, что Лука как бы не очень, не оправдывает и не восхищается жизнью богатых людей. А в 6 главе он приводит слова Христа такие. «Горе вам, богатые, потому что вы уже получили свое утешение». Горе вам, прямым текстом, богатые. То есть мы видим 2 истории, 2 линии, которые в Евангелии от Луки прослеживаются. Его отношение к мытарям, или которое он хотел видеть, как относился Иисус к ним, и как они относились к Иисусу. И вторая категория людей – богатые. И он вытягивает места Писания, которые говорят, что не все хорошо у богатых. Не все прекрасно у них. И ни в этой жизни, ни в будущем. Как бы эти 2 линии идут. Но, когда мы приходим в 19 главу, то там 2 эти линии сходятся. И что с ними делать? Не знаем. Пока не прочитаем. И в Евангелии от Луки, 19 глава, мы читаем историю о Захее. А кто такой Захей? Иисус вошел в Иерихон и проходил через город. Там был человек, которого звали Захей. Он был начальником-сборщиком налогов и богатым человеком. Он пытался увидеть, кто же этот Иисус, но не мог из-за толпы, потому что он был маленького роста. Тогда, чтобы увидеть его, Захей забежал вперед, залез на тутовое дерево, росшее в том месте, где Иисус должен был проходить. Когда Иисус подошел к этому месту, он посмотрел вверх и сказал: «Захей, спускайся скорее, потому что сегодня я должен быть у тебя в доме».
Захей быстро спустился и с радостью принял его. Все, кто видел это, начали возмущаться. Он пошел в гости к грешнику. Захей же встал и сказал Господу: «Господи, половину моего имущества я раздам бедным, а если с кого-либо взял лишнее, я возвращу ему вчетверо». Тогда Иисус сказал ему: «Сегодня в этот дом пришло спасение, потому что этот человек тоже сын Авраама. Ведь Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти потерянное». Как бы Лука не хотел развести по разным углам мытарей и богатых, Иисус в конечном итоге взял и свел мытаря и богатого в одном лице. Два в одном. И мытарь, и богатый. И Лука ведет эти две истории. Есть мытари, которые ищут Иисуса, приближаются к Иисусу, слушают Его. Есть богатые, которые смеются над Иисусом. Говорят: да это что за такой альтруист пришел? Как это деньги им нужны? Как без денежек нам жить? Они реально смеются над Иисусом. И вот Иисус уже подходит к Иерусалиму и пришел в Иерихон. И там встречается ему человек, мытарь, которому удалось сколотить состояние на том, что он собирал налоги для римских властей. Не знаю, как это ему удалось, но явно он человек умный. Сказали бы сейчас прошаренный. То есть он знает, что делает, обкрадывает своих людей и делает себе состояние. И он и знает об этом. И люди знают, что он вор. Люди знают об этом. Римская власть, которую его поставила, наняла сборщиком налогов, почему-то пока еще терпит его. Видимо, он их не обделяет, у них он не ворует, а у своих ворует. И он мытарь, и в то же время он богатый. То есть это не всегда, это исключение. Иногда у нас картина такая, что все мытари богатые. Нет. В Израиле не все были. У них была большая проблема. Я мытарь, не богатый, да еще и на презрении у народа нахожусь. А этот человек: да, я в презрении у народа, да, меня не любят, да, я грешник, я знаю об этом, но я хотя бы богат. Более того, он назван начальником мытарей. То есть остальные мытари еще и ему отстегивали. То есть он добился невероятного успеха. Вообще, кто знает, что значит имя Захей? Странное имя, да ведь? Редкое имя, которое встречается. Разные у него переводы, много переводов. Одно из переводов — возвышенный. Мелкий, но имя возвышенный. Это вообще, наверное, его еще как-то давило, наверное, в жизни. То есть он мелкий, нам говорится, да, что он маленький был ростом, но имя у него возвышенный, высокий. Если не в буквальном смысле, то праведный, честный. То есть его имя, я не знаю, это специально так, Лука пишет там историю, либо так вот Господь подстроил. Кто он был и что означает его имя, совершенно противоположное. Он маленький, но одно из значений имени — возвышенный. Он грешник, вор, но его имя означает праведный и чистый. То есть проблемка была у него. И удивительное дело, его имя, то, как его звали, возвышенный и праведный, в конечном итоге притянуло его к тому, кем он должен быть. Невзирая на то, что он маленький и грешник сейчас, то, как его звали всегда, возвышенный и праведный, все равно превозмогло в его жизни. Аминь. Иногда важно, как мы называем себя, это важно, как мы называем друг друга. Иногда важно, что мы слышим, и это действует на нас, и как-то притягивает нас к лучшему. Этот маленький человек, который всегда слышал большой. Этот грешный человек, который всегда слышал праведник и чистый.
В конечном итоге он не смог больше жить так, как он живет. И хотел жить так, что говорило его имя. И, видимо, это заставило его залезть в конечном итоге на это дерево. В принципе, у него не было проблем с тем, что подумают о нем люди. О нем всегда плохо люди думали, и он об этом знал. И для него как бы боясь за репутацию не имело никакого значения. Репутация у него была уже испорчена до нельзя. И залезть на дерево, и не залезть на дерево, потому что подумают об меня люди, его мало волновало. И он знал, за кого его люди держат. И это не проблема была для него залезть на дерево. Никакая. Что-то другое влекло его. Что-то началось в его жизни, когда он явно видел, кто он есть и какое его имя, совершенно не сходятся, пазлы не сходятся. Что-то надо делать. Что-то надо либо менять имя на Навал, либо менять свою жизнь. У него хватило мозгов, у него хватило ума попытаться поменять свою жизнь. И когда он услышал, что Иисус известно, а в этом времени об Иисусе молва уже шла везде, о нем слышали везде. То, что Иисус идет и исцеляет, и учит людей, проповедует, совершает чудеса, он об этом точно знал. И что-то влекло его. Возможно, вот сейчас что-то произойдет, что изменит мою жизнь. И Иисус об этом знает. Кто Он есть и что его есть имя, не сходятся. И это проблема в его жизни. И Иисус говорит ему удивительные слова: «Захей, мне надо быть у тебя дома». Иисус не говорит его: «Захей, не желаешь ли ты меня сегодня пригласить домой на чаек?» «Захей, я проголодался, и мои ученики проголодались. Не хочешь ли ты нас накормить?» Иисус не обращается к нему с просьбой, а он ему говорит: «Захей, мне надо быть сегодня у тебя. Я не знаю, какие у тебя планы на сегодняшний вечер, но мне надо быть у тебя». Хорошая постановка вопроса? Очень необычная. Иисус, где твоя культура твоя? Нельзя же так навязываться. Нельзя же так откровенно напрашиваться на ужин. Но Иисуса не волнует ужин как таковой. Иисуса не волнует то, чем накроет стол Захей. Иисуса интересует этот человек, у которого раздрай в жизни. Он живет одной жизнью, а носит имя другое, которое не соответствует его образу жизни. Поэтому Иисус говорит: «Мне надо быть у тебя». Почему? Почему Иисусу надо быть у этого Захея дома? Почему Иисус не мог порешать вопрос там, на дереве? Мог же ведь решить вопрос, не слезая с дерева, чтобы Захей изменил свое мышление. Несколько слов. Общение с Иисусом, и Захей слез бы с дерева уже совсем другим. Правда же? Думаю, вообще нет проблем для Иисуса. Он бы нашел слова, и он бы нашел, чем затронуть Захея. И слезал бы с дерева, он был другим. Это то же самое, что происходило с Петром. Когда он зашел в лодку порыбачить с Иисусом, он был одним человеком. Но когда они половили рыбу, и когда он выходил из лодки, он был уже другим. Совсем другим. Который был готов все оставить и пойти за Иисусом. Но Иисусу надо было быть у Захея дома. Иисусу надо было изменить отношение людей к Захею.
Как только он сказал, что я пойду к тебе, народ сразу стал возмущаться. Как это возможно грешнику пойти домой? Ладно, здесь вы пообщались, но как можно к нему пойти домой? То есть общественное мнение было настолько подогрето по отношению к Захею, что даже желание Иисуса, даже просто желание пойти к Иисусу домой вызвало бурю негатива. Иисус тоже знает об этом. Он точно знает, что так оно должно быть. И идет к Захею домой, дал ему возможность подготовиться к вечеру, дал ему возможность пригласить друзей, дал ему возможность приготовить на стол, дал ему возможность ожидания Иисуса, и потом приходит со своими учениками. И нам вообще не рассказывается, что там произошло, о чем Иисус учил. Вообще ничего. Просто итог. Сегодня спасение пришло в этот дом. Потому что Захей не грешник. Потому что Захей не отверженный человек обществом. Потому что Захей получил и наконец-то получил откровение. Он был им всегда. Но сейчас я подтверждаю, Захей – сын Авраама. Для евреев это великое звание, когда тебя назвали сыном Авраама. Тебя признали праведником. Тебя признали безгрешным. Тебя признали достойным вечной жизни. Сегодня в этот дом пришло спасение, потому что Захей не вор, не мытарь, не обманщик, не отверженный, а сын Авраама. Он всегда был таким. Но сейчас он получил откровение об этом. Он всегда был возвышенным. Но только сейчас он понял, что значит его имя, что это истинное имя. Он всегда был праведником, но только сейчас ему провозгласили об этом. Ты праведник, ты сын Авраама. Иисус это делает, и Он говорит, я не пришел, чтобы губить людей. Посмотрите, чем заканчиваются слова Иисуса. Сын человеческий пришел, чтобы найти и спасти потерянное. Я не пришел подтвердить ваше отношение общества к отдельным людям. Я пришел найти, то есть Он ищет. И когда найду, спасти этого человека, конкретного человека. То есть вся миссия Иисуса была в этом. Он пришел в этот мир, чтобы спасти всех. Но по ходу к кресту, по ходу места, где Он спасет всех, Он спасает отдельные личности. И всю дорогу Он идет и спасает. Всю дорогу Он приходит, Он говорит, я для этого пришел. То, что я иду, я не просто иду. Вот, идя, я нахожу, а найдя, я спасаю. Вся Его миссия была в этом. И вот как Он начал, спустился с горы Фавор, можно сказать и раньше, но с горы Фавор, когда Он спускался, Он точно знал, у меня нету обратного пути в Галилею, в Назарет, я уже не вернусь в Капернаум, не буду я там. Вся моя дорога только на юг. Вся моя дорога только на Иерусалим. Все, что я успею сделать в этой дороге, я сделаю. Но меня там ждет в Иерусалиме крест. И я туда иду. Об этом мы договорились с отцом, об этом мы поговорили с Моисеем, с Ильей. И на этом пути ему встречается Захей, у которого просто раздрай. И Господь приводит в порядок, в соответствии его имя и кто он есть в действительности. Невзирая на то, что у него была длинная своя история, невзирая на то, что отношение людей было уже сформировано и утверждено, кто он такой, невзирая на то, что он сам себя ощущал грешником и недостойным ничего небесного, ничего. Но вот этот раздрай у него был. Вопрос.
Насколько над нами давлеет общественное мнение по отношению к конкретным людям? Насколько мы часто бываем предвзятыми конкретным людям? Насколько над нами давлеет то, как называют людей? Насколько мы готовы увидеть человека, которого спас Господь Иисус? Насколько наши глаза не затуманены нашей теологией, нашими вероучениями, чтобы видеть человека, а не какой-то штамп. Это история про это. Никто бы не пришел к Иисусу из последователей, к Захею, из последователей Иисуса. Никто. У него собирались только его коллеги и подобные грешники. Но Иисус туда идет. О чем это говорит? Какой Иисус? Для чего Он пришел? Что Он делает? Что Он делал тогда и что делает сегодня? Насколько мы зашорены своими взглядами, привычками по отношению к людям? Насколько мы как бы ставим штамп, штемпель на человека? Эта история о чудесной встрече Иисуса и Захея, у Иисуса таких встреч очень много, которые всегда заканчиваются чем-то добрым для людей. Да у всех. Кто бы с чем ни повстречался с Иисусом, всегда человек, повстречавшийся, уходит с прибытком. Не с убытками, а с прибытком. Каждый человек. И вся история хождения Иисуса и его встречи с людьми всегда заканчивается прибытком для человека. Всегда. В том числе и Захея. Как-то вроде бы, Захей-то уже куда? Захея-то уже, там уже печати некуда ставить. Прожженный бизнесмен, который сделал свое состояние на лжи и воровстве. И он это признает и говорит: у кого что я украл, я возмещу в 4 раза. Хотя мог бы и не возмещать 4 раза, но он ставку свою поднимает. Я в 4 раза это сделал. Уже не по закону. Потому что настолько велика благодать была, которая прямо обрушилась на него, что он говорит: в 4 раза я возвращу. У кого чем обманул, обидел, в 2 раза. Мог бы не делать это. Все равно бы он уже был сыном Авраама. Но он чувствовал: меня назвали сыном Авраама. Его распирало. Что я такое могу сделать сейчас, чтобы всем показать: я сын Авраама, я признанный праведник, я наследник вечной жизни с Авраамом. Что я такое могу сделать? 4 раза. Понятное дело, он не стал бедным после этого. Но одно точно известно: он стал последователем Христа. Он истинно стал возвышенным, оправданным и очищенным. То, что говорило с самого рождения его имя. С самого рождения. И чему он сопротивлялся? Но провидение есть провидение. Если мама, папа назвали тебя Захеем, ты будешь Захеем. Не сопротивляйся своему имени. Аминь. Не сопротивляйся своему имени. Если твое имя любовь, расточай любовь. Не жалей. Если твое имя надежда, то сей эту надежду. Если твое имя Маргарита, то сей эти жемчужины вокруг себя. Приноси радость людям. Каждый из вас знает, что значит твое имя. И оно не напрасно. Захею, я думаю, много раз казалось: что это меня так назвали? Я и никакой не большой,
я и никакой не праведный. Но имя по Божьему предназначению привело его туда, кем он действительно должен будет быть. Аминь. И вот эта история нам говорит о том, что для Иисуса не важно, что у тебя было за плечами. Иисусу важно, что начнется с этого момента и дальше. Иисусу не важно, что ты думаешь о себе. Иисусу важно, чтобы ты получил новое откровение о себе. Иисусу не важно, что думают люди о тебе. Иисусу важно, чтобы ты узнал, что Он думает о тебе. Потому что это имеет в конечном итоге смысл и предназначение твоей жизни. Аминь. Так что залезай с Захеем на дерево. Посиди там, подумай. Вспомни, кем тебя назвали. И подумай, зачем Иисус шел в Иерусалим. А Он шел ради нас, тебя и меня. Аминь. Давайте встанем на ноги наши. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за Иисуса, которого Ты послал в теле на эту землю. Он безначальный, принял временное тело, ограниченное тело. И ходил среди нас, был на этой земле, проповедовал, учил, исцелял, изменял жизни людей. И Господь, вся эта история полна, Евангелие полно историй, как люди, которые сами себя не уважали, встретясь с Тобой, они видели ценность, которую имеют в Твоих глазах. Люди, которые кичились своим положением в обществе, встретясь с Тобой, они видели, насколько все это бренно и временно, и вся ценность в Тебе. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты сегодня также, я верю, также приходишь к каждому человеку, чтобы человек не жил в обмане своих иллюзий, в обмане отношения к Нему, но, Господь, чтобы человек получил откровение о Твоем отношении, об истинном предназначении человека. В этом мы нуждаемся все, Иисус. Пожалуйста, каждому здесь находящемуся дай это понимание, Господь, истинного состояния здесь и сейчас. Что с нами происходит? Кто мы есть в Твоих глазах? Дай нам это переживание, Господь. Дай нам это услышать, как Захей услышал о себе, кто он. И Ты, Господь, провозгласил ему и всем там собравшимся: это сын Авраама. Он спасен. Господь, чтобы каждый знал о себе эту истину, которую Ты провозглашаешь, Ты говоришь в наши сердца. Благослови, Господь, нас в этом. Отец наш, спасибо Тебе, что мы каждый месяц можем исповедовать великую истину, что Ты, Иисус, во плоти пришел для каждого из нас. И сегодня мы, Господь, вкушаем эту плоть через хлеб и через вино, которое Ты сказал, это плоть и это кровь моя. Ты, Господь, всячески нам желаешь донести эту великую истину, что Ты пришел, чтобы соединиться с нами. Пришел, чтобы мы имели Тебя в себе, чтобы мы знали, что мы в Тебе, и мы неразлучны. Благослови нас, Господь, с этими размышлениями сегодня приходить и принимать Тебя, Иисус, Твою плоть и Твою кровь. Во имя Твое мы молим и славим Тебя, наш Небесный Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.